Однако к следующему материалу. На Северном Кавказе налаживается мирная жизнь, хотя время от времени война продолжает напоминать о себе. То арестуют какого-нибудь боевика, то застрелят при попытке оказать сопротивление какого-нибудь очередного соратника Басаева. Конечно, такие вести всегда воспринимаются с удовлетворением. Однако мало кто знает, что иногда за такими событиями скрываются совершенно дикие и невероятные вещи. Репортаж из Ингушетии Надежды Костиной. Мулгобек, 15 марта 2007-го. По этой дороге на 4 машинах приехали более 20 вооруженных людей. Они оцепили квартал и ворвались в дом Муталиевых. Приказав никому не двигаться, люди в масках начали обыскивать двор. Я говорю, откуда вы пришли столько много? Откуда? Где вы? Откуда? Кто вас прислал? Документы хоть показывай. Они говорят, у нас документов не надо вам. Вооруженные люди ворвались к Хусейну Муталиеву с женой и ребенком. По словам Миланы, ее мужа сразу повалили и стали избивать. Потом потребовали паспорт. Когда он показал паспорт, они его отняли. Я когда попросила вернуть паспорт, спросить, на каком основании он конфискует паспорт, он сказал, чтобы я заткнулась, толкнул меня в сторону, они его вывели на улицу. Мать Муталиева хотела вызвать милицию, но люди в масках заявили, что они сами представляют и милицию, и прокуратуру. Мужчина пытался успокоить мать, говорил, что с ним ничего не случится. Вот тут они стояли, вот тут. Вот, у меня сын хотел сам добровольно идти. Мама говорит, я через час приду, говорит, не беспокойся, говорит. Не плачь, говорит, не беспокойся. Я через час приду. Вряд ли Муталиев верил в то, что говорил. Не в первый раз его забирали вооруженные в масках. Это копия заявления Муталиева в правозащитный центр «Мемориал» с просьбой о помощи. В нем мужчина рассказывает, как в сентябре 2006-го к нему в дом ворвались люди в военной одежде, избили, потом отвезли в МВД города Мулгобека и допрашивали 10 суток. Обвиняли в принадлежности к группе Басаева, угрожали тюрьмой. Через 10 суток выпустили, не объяснив ничего. В заявлении Муталиев пишет, что после угроз со стороны правоохранительных органов беспокоится за свою жизнь. К сожалению, его опасения сбылись. Спустя несколько недель после того, как он написал заявление, за ним вернулись. Муталиева вывели за ворота. Мать попыталась остановить людей в масках. А дальше произошло то, что теперь каждую ночь снится Милане Муталиевой. Один из них отшвырнул мать и ударил его сзади прикладом по спине. Он вперед пару шагов пробежал, они стали стрелять. После того, как он упал, они уже точечный выстрел в голову стали производить в лежащего у него в голову. Милана крикнула сестре, чтобы вызвали скорую, но люди в масках заявили, что врачей не нужно. На глазах семьи они закинули тело Муталиева в машину и увезли. Можно было судить его, 25 лет дать, 20 лет дать. Можно было судить, если что-то он сделал. Такие случаи происходят в Ингушетии часто. 27 ноября 2006 года в дом Олеговых ворвались вооруженные люди. Они искали 22-летнего водителя Ислама Олегова. Как говорят очевидцы, в это время он разговаривал с сестрой на улице. Один вверх стрелял, а другой на них прям. И он девочек вот так оттолкнул, наверное, не знаю, оттолкнул вот старшую вот эту. И сам побежал он туда. Юноша увидел людей в масках и бросился бежать. За ним погнались. Возле ворот дома он был убит. После этого, по словам матери, сыну вложили в руку гранату, а потом сфотографировали. Позже подъехала милиция. Они нам говорят, у него лимонка была. Не была, конечно, мы говорим все. Если была бы, он же, наверное, не стоял так. Как считают родные, юноша побежал, потому что побоялся снова оказаться в руках сотрудников силовых органов. За несколько недель до своей гибели он уже задерживался. Когда родители пытались выяснить обстоятельства дела, им сказали, что Олегова подозревают в причастности к захвату заложников в Беслане. Но в сентябре 2004-го, когда случилась трагедия в Беслане, юноша проходил службу на Сахалине. Что же касается Муталиева, его убийство вызывает много вопросов у самих сотрудников правоохранительных органов. Задержали человека, и тут по непонятным причинам этого человека в этом же доме расстреливают. И почему-то везут его во Владикавказ. Вот объяснить, я не могу себе объяснить, никто не может объяснить, почему его везут во Владикавказ.
якобы для лечения, когда в этом же городе Малгобеке ничем не хуже располагается центральная районная больница. Как нам сказали, по факту убийства Хусейна Муталиева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанным с превышением полномочий. Проводится разбирательство, если мне не изменяет память, по-моему, там даже есть задержанные. Это правоохранительные органы соседней нашей Северо-Осетинской республики и другие правоохранительные органы. Почти ежедневно в Ингушетии вооруженные люди в масках проводят спецоперации по поиску и уничтожению боевиков. Но то, какими методами действуют силовики, заставляет жителей республики постоянно жить в страхе. Добавлю, что в большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов остаются безнаказанными. И в этом, на мой взгляд, одна из главных причин того, что к боевикам по-прежнему уходят люди.